Ассаляму алейкум, хайрлы шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Майя Бута в эфире, в рамках которого мы обсуждаем основные новости и события сегодняшнего дня. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас журналиста Романа Спиридонова. Он с нами на прямой связи из Ньюзрума и готов рассказать об основных новостях, которые готовят вечерние выпуски «Заман». Рома, приветствую. Мы слушаем тебя. Нет, видимо, на связи с Романом Спиридоновым, нашим журналистом. Мы попробуем еще раз его связать к нам в эфир. Есть ли? Мы в наших информационных выпусках будем рассказывать о таких темах. И главное из них, это, конечно же, касается оккупированного Крыма, то, что там происходит, и как это связано с событиями и как на материке, так и во всем мире. И вот одна из новостей, о которых мы будем говорить сегодня. Национальному лидеру крымско-татарского народа Мустафе Джемилеву оккупанты продлили запрет на въезд в Россию и оккупированный ею Крым до 2034 года. Об этом стало известно во время так называемого суда над Мустафой Джемилевым, который проходит в оккупированном Армянске. На заседании озвучили ответ так называемого Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом российской ФСБ. Из него стало известно, что запрет на въезд был принят еще 5 марта 2019 года сроком на 15 лет до 1 марта 2034 года. Россия запретила Джемилеву въезд в Крым после оккупации полуострова в 2014 году, но срок действия того запрета истек еще в апреле 19-го. И, как стало известно, лидер крымско-татарского народа сообщил, что обратится в Европейский суд по правам человека в связи с продлением этого запрета. Суд в Гамбурге признал виновным в нарушении санкций ЕС 41-летнего предпринимателя. Его фирма нелегально экспортировала в Россию металлообрабатывающие станки, пригодные для производства ракет. Еще один фигурант дела был приговорен к 2 годам условно по обвинению в пособничестве нелегальным продажам. Фирма должна заплатить государству почти 8 миллионов евро. Это прибыль от нелегальных сделок. Кроме того, осужденный за пособничество должен перечислить государству все вознаграждение, которое он получил. Это 184 тысячи евро. И выполнить еще и дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро. Судьи сочли доказанным, что глава фирмы неоднократно, около 7 раз, с 15 по 18 годы нарушал санкции ЕС в отношении российского руководства, введенные после оккупации Крыма за оккупацию полуострова. Украина передала ЕС список лиц, ответственных за нарушение прав человека во время на оккупированном Крыму. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В МИДе ожидают введения этих санкций уже в этом году и ожидают, что это будет новый глобальный механизм, поскольку нарушение прав человека в оккупированном Крыму носит системный характер, как отметил министр иностранных дел. Подробнее об этом мы тоже расскажем в наших выпусках. Коронавирус в оккупированном Крыму продолжает забирать жизни. Там за последние сутки зарегистрировали 68 новых случаев COVID-19, а 9 человек умерло. Тем временем оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов 1 марта снял ряд ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь на полуострове можно проводить свадьбы в ресторанах, а в залы кинотеатров стали уже пускать больше зрителей. Кроме того, отменен запрет на гастроли и концерты. И вот с приходом тепла российские гастролеры, уже артисты, потянулись на юг, в том числе и в оккупированный Крым, нарушая украинское законодательство, незаконно пересекая закрытую границу Украины с Россией, тем самым подвергая жителей полуострова риску заразиться на массовых сборах во время своих концертов. В оккупированном Крыму и обновили данные по состоянию крымских водохранилищах. По-прежнему критическая ситуация остается в Симферопольском и Загорском водохранилищах. Эти водохранилища уже пресекли так называемый мертвый объем. В них воды уже фактически не осталось. А осадки, которые были этой зимой, и снег, который обильно выпал в феврале, ситуацию не исправил.
Вот о таких новостях мы будем говорить сегодня в наших выпусках в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Спасибо, Роман. Это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума. Не пропустите вечерние выпуски новостей. Ну а я хочу обсудить сейчас с нашим гостем Олександром Морозовим, науковим співробітником Центру Бориса Немцова з вивчення Росії. Він з Праги з нами зараз на прямом зв'язку. Пане Олександре, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Сегодня появилось такое информационное сообщение, что США в мае могут ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Неда Прайса. Информируют источники. По его словам, санкционный список организаций, помогающих России в завершении строительства газопровода по дну Балтийского моря, могут быть внесены новые участники. Официальный представитель дипломатического ведомства допустил такую возможность, отвечая на вопрос журналиста о намерениях Белого дома по «Северному потоку-2». Многие эксперты, аналитики говорят о том, что Джо Байден будет более гибкими в этих вопросах и попытается каким-то образом договориться с Германией. Как вы думаете, какая все же будет позиция Байдена по «Северному потоку»? Достроит ли его или нет? Ну, мне кажется, что, во-первых, надо сказать, что даже если поток будет достроен, он не войдет в эксплуатацию. По-моему, это уже очевидно даже тем, кто находится в Кремле. А почему? Раскройте. Вот, может, нашим зрителям не очевидно. Потому что восстанавливается, ну, во-первых, это связано с позицией Джо Байдена, который довольно отчетливо сделал заявление о том, что он собирается восстановить такое как бы североатлантическое единство в целом, восстановить отношения с Германией, которые были несколько ухудшены при президенте Трампе. И он собирается вообще построить какую-то новую такую дугу демократии, что ли, да, из стран сильной демократии. Как это вытекает из того, что он сказал в Мюнхене. Кроме всего прочего, он очень ясно показал целой серии заявлений о том, что его позиция в отношении Путина будет последовательной, очень четкой и достаточно такой активной. Почему? Потому что, во-первых, он сразу сделал заявление, во-первых, о том, что санкции в отношении России должны быть расширены в целом. Во-первых, в связи как бы вот с текущей ситуацией, с Навальным и с отравлением, что важно подчеркнуть, с химическим оружием. Эта тема остается, и об этом прямо было сказано, что дается срок России, Кремлю для того, чтобы найти какой-то ответ. Второй момент – это Крым. Совершенно ясно Байден сказал, что Крым украинский, это мы помним и будем действовать таким образом. И в этом смысле я считаю, что борьба за Северный поток, как вот мне представляется, она вот находится в финальной фазе. Если даже, как я и сказал, он будет достроен, то разрешение на то, чтобы он эксплуатировался, вот здесь уже будет ситуация, при которой даже Германия может сказать, что мы не начинаем этого процесса. И Евросоюз в целом, и все те страны, которые в разные периоды поддержали распределение газа, да, по территории Европы от этого потока, они займут консолидированную позицию в рамках Евросоюза в связи с санкциями в целом в отношении Кремля, с новым пакетом санкций, который в 2021 году разворачивается. А что означает для России и для «Газпрома» «Северный поток-2»? Насколько я понимаю, для «Газпрома» это абсолютно невыгодный проект. Да, совершенно верно. Для «Газпрома», ну, понятно, что «Газпром» вообще компания, которая находится в не очень хорошем положении, с огромными убытками, на фоне остальных российских корпораций, скажем так, в тяжелом довольно положении, но при этом «Северный поток» действительно не является какой-то ни для «Газпрома», ни даже для самого Путина, на мой взгляд, какой-то настолько существенным приоритетом, чтобы за него вести такую борьбу, долгую и утомительную еще борьбу дальше. То есть, иначе говоря, если «Северный поток» будет остановлен, да, это будет означать дальнейшее обострение отношений Кремля с Германией.
Ну, насколько я могу судить, Германия готова к этому. В сентябре будут выборы в Бундестаг. Значит, мы видим хорошо голоса тех, кто, скорее всего, займет какие-то ключевые позиции в Бундестаге и в правительстве Германии после выборов. Это люди, которые понимают хорошо, что североатлантическое единство должно быть восстановлено, и что в этом смысле слова «Северный поток» должен быть остановлен в результате. Если говорить о политике Байдена по отношению к Украине, во время своей предвыборной кампании он неоднократно подчеркивал, что приоритетом для него во внешней политике будет поддержка Украине в вопросе противодействия с агрессором, в данном случае с Россией. Как вы думаете, вот в чем конкретно будет проявляться эта поддержка? Какой помощи стоит ожидать сегодня от Байдена Украине? Это непростой вопрос. Почему? Потому что Байден только начал. Да? Мы знаем, хорошо понимаем, что Байден и его администрация состоит из людей, хорошо знающих ситуацию в Восточной Европе. Поскольку они все работали в Восточной Европе, сам Байден имеет историю как бы в своей собственной деятельности на территории Восточной Европы в разные периоды, и когда он был главой комитета в Сенате по международным делам и позднее. Одним словом, у них есть ясное представление. Это первое, гораздо более ясное. Второй момент важный, что Байден, конечно, если он собирается действительно восстанавливать это такое единство демократий, если это ценностный момент, то это означает, что страны, которые находятся в Восточной и Центральной Европе, они будут заново как-то рассматриваться в американской политике как партнеры. Это для Украины довольно важный момент, мне кажется, потому что режим благоприятствования будет со стороны США более определенный, и Украина может рассчитывать на большую политическую поддержку. Но при этом надо сказать, что есть несколько сложных моментов. Первый, развалился Минский формат. Это фундаментальный момент. И, конечно, не ясно совершенно, что будет дальше. И надо сказать, что хотя Украина в последний, может быть, год отчетливо это фиксировала, что Минский формат кончился. Но если это осознает для себя и Владимир Путин, то это будет довольно опасная ситуация, потому что не только Украина со своей стороны может действовать в направлении пересмотра Минских соглашений, но отказ со стороны Кремля создаст новую напряженность в регионе, это очевидно. И что будет, тут очень трудно сказать. И какая будет роль США? Сейчас мы этого еще не знаем. Вы знаете, в Украине сейчас инициировали платформу по деоккупации полуострова, и в августе месяце должен состояться саммит, куда сейчас приглашают очень много лидеров цивилизованных стран, наше Министерство иностранных дел Украины. И вот недавно лидер крымстатарского народа Мустафа Джемилев допустил, что Джозеф Байден может приехать на эту платформу. Стоит ли на это рассчитывать, как думаете? В любом случае, это очень хорошая идея. Даже если Джозеф Байден сам не приедет, возможно, тогда госсекретарь или другая ключевая фигура американской администрации. Поскольку сама по себе идея Крымской платформы, на мой взгляд, это очень плодотворная идея. Почему? Потому что она позволяет в таком режиме, в длинном режиме поддерживать внимание к проблеме Крыма на дипломатическом уровне. И посмотрим, что будет, потому что после этой крымской платформы, во-первых, это довольно болезненно для Кремля, несомненно. Он будет реагировать. И видно сейчас, что Кремль вообще очень болезненно сразу начал реагировать на заявление новой администрации в США. Это хорошо видно. Стоит такой, можно сказать, вой по этому поводу. И уже Кремль уже как бы говорит о том, что по отношению к нам, то есть к Кремлю, там уже политика сдерживания, новая политика Байдена. В этом смысле слова такие шаги, как Крымская платформа и такая консолидация, конечно, это очень важно, и у этого будут последствия. Пане Александре, вот что еще вас хотела спросить. Конечно же, санкции против России от Запада – это все хорошо, но вот многие аналитики говорят, что режим, который есть в России, он может рухнуть
только при внутриполитических изменениях в самой Российской Федерации. Протесты и так далее. Вы как думаете, действительно ли это так? Да, я думаю, что это так. Мне кажется, что правы те, кто считает, что многие политологи и эксперты, наблюдая режимы санкций, конечно, знают, что от самих санкций политические режимы не падают. И санкции важны, потому что они показывают неприемлемость каких-то действий правительства для международного сообщества. Этот символический жест важен, потому что когда санкции введены, это позволяет отдельным правительствам на них ориентироваться. Это гораздо легче им делать тогда, если есть такой глобальный режим. Но санкциями дело, конечно, не может исчерпаться ни в коем случае. Поэтому, во-первых, возможно, для дальнейшей судьбы режима Путина имеет значение, во-первых, конечно, недовольство внутри страны. А надо сказать, что путинский режим вошел в новую фазу. Теперь это такой авторитаризм, такая диктатура, которую трудно прогнозировать. Почему? Потому что когда есть хотя бы какое-то гражданское общество, а сейчас в России оно полностью раздавлено, но когда оно есть, то можно говорить как бы о реформировании или о каких-то попытках реформирования. Когда произошла такая зачистка, как сейчас, то можно сказать только одно, что в какой-то момент это рванет, то есть будет какой-то социальный взрыв. Но когда, какой и кто в нем будет участвовать, совершенно невозможно надежно прогнозировать. А по-вашему, отравление Алексея Навального, арест, срок, который ему вынесли, это не является вот тем триггером, тем спусковым крючком, спусковым механизмом, который бы вот уже начал вот эти процессы изменения внутри самой России? Если не обольщаться сильно, то надо сказать так, что отравление Навального, конечно, потрясло гораздо более широкие круги в России, чем политическую оппозицию. Мы это хорошо видим. То есть история с Навальным затронула такие сердца, которые раньше, вообще говоря, не очень реагировали на какие-то формы жестокости режима или какие-то противоправные действия с его стороны, нарушение прав человека. Здесь явно видна новая солидарность. Но какое оно дальше получит развитие, мы пока этого не знаем, потому что поддерживать долго в отношении самого Навального внимание к нему, как известно, в медиа это трудно, и общество тоже не может долго удерживать. Но история с Навальным, безусловно, является очень важной. Она, скорее всего, войдет в политическую историю России, действительно, как тот триггер, который начал новый процесс внутри страны. Это так, да. А что думаете будет с Навальным? Вот каков ваш прогноз? Он отсидит свои 3,5, если я не ошибаюсь, года, как свои 10 когда-то отсидел Ходорковский, или же, как говорят многие аналитики, ему будут продлевать срок как минимум до следующих президентских выборов. Что будет? Да, я бы сказал, что вероятность того, что он выйдет на свободу по истечении срока, не очень велика, потому что все же ситуация такова. Путин его должен выпускать либо каким-то образом высылая за границу насильственно, уже как Ходорковского. Но это пока этот сценарий не виден. Либо Кремль должен допустить его на выборы, когда он выйдет. Потому что что он должен, как он должен жить? То есть не его самого, пусть хорошо, но его структуру. Ну а что это меняет в России, если выборы все равно фальсифицируются? Это меняет, безусловно, потому что выборы фальсифицируются, но политологи хорошо знают, что в авторитарных режимах действительно на выборах нельзя победить, но политическая дестабилизация и кризис всегда связаны с ситуацией выборов. Или референдума, неважно, диктатор объявляет референдум или он объявляет какие-то выборы и позволяет, пусть даже лояльной оппозиции, во главе с каким-то харизматиком выйти на выборы. И здесь, возможно, очень опасная, большая политическая такая новая ситуация с непредсказуемым результатом. Поэтому выборы важны в этом смысле. Спасибо вам большое. Чохсагул, у нас Александр Морозов был с нами на прямой связи, науковий співробітник Центру Бориса Немцова з вивчення
России из Праги. Мен ise сайғылар arkadaşlar Қырым татар тіліне кешмеге істейм. Бұл бөлікні асылда біз Қырым татар тілінде алып барамыз, ама işte башлағанымыздан чешет меселерінде рус тілінде лaf etmege mecbur қалдық. Ama енді Қырым татар тілінде yayınımızны devam eteyik. Ama en evvela sayğılar arkadaşlar işte müzakere edeceğimiz haberlerge keçmezden evvel men böyle bir hayırlavda деп айтacağım ve ilanda bulunmağa isteyim. Bugün sizin de bildiğinizге ko'ra ATR телеканалы мында көчкенден берлі не yazık ki birçok problemler ile karşılaşa ve sonki 2 yıl içerisinde bizde böyle çok büyük bir mali problemler yüz beri. Şu sebepten bizlerge destek etkenlerinin miqdarı çok. Hem maddi hem manevi şekilde biz herkeske teşekkürlerimizni bildiremiz. Hususan ATR telekanalının her daim yanında olgan ve bizlerge destek etken Şerife Hanım'a şimdi teşekkürlerini bildirmege isteyim. Şerife Hanım Çalaş ATR telekanalına her daim yardım ve destek etedi ve bugün onun doğan günü o bizge çok yardımlarda her daim destek sözlerinde çok büyük bir maddi ve manevi destekte bulungan edi. Şerife Hanım'a büyük teşekkürlerini bildiremiz. Men öz adımdan şahsen ATR telekanalı adından, ATR telekanalının idareciliği adından Şerife Hanım'ны doğan günü ile xayrlamağa isteyim. Allah sizlerge uzun ömürler bersin, sağlık bersin ve inşallah işgal etilgen Kırım işgalden kurtulgandan sonra işte Kırım'ны azat şekilde kormege hizmetler etsin. Hem sizge, hem bizlerge, herkeske da bir kere hayırlı yaşlar dep aytamiz. Öz adımdan ve ATR telekanalının adından bizlerge destek etkeniz için büyük teşekkürler. Çok sağ olunuz. Men ise haberlerge geçmege isteyim. Malum olğаны gibi sayğılar arkadaşlar işte Tunev'in böyle siyasi mabuslarını azat etuf degen böyle yaңыр bir platforma tuzilgan edi ve bu platformaga sabık siyasi mabuslar kirdi. Onların miqdari men yanlışmasam 16. Yani bu platformaga kirgenlerinin miqdari 16. Onlardan biri Kırım Tatar Milli Meclis reisimizin muavini İlmiyağa Umerov. O bizle şimdi canlı bağda ve onu selamlamağa hazırmız. İlmiyağa selam aleykum. Aleyküm selam. Nasılsınız? Şükür, yaxşı. İlmiyağa, tarif etiniz lütfen bizlerge bu platforma hakkında. Demek bu platforma neyle uğraşacak, hangi maksat ve vazifelerini o'zingizning o günde şimdi koyasınız? Bu platforma birkaç vakit evvel teşkil etmege hareket başladı. Birkaç tane siyasi mabuslar. Uların arasında Ahtem Çigoz. Men koşuldum. Son bir toplaşuda özüm için karar aldım çıkmağa bu platformaga kirmemege. Çünkü uğraşacak meselelerini anlamagandayın oldum. Anlamadım gerçek aytsam. Uların bir vaxtdagi hazırlagan bir zaявленияда, biyanatta yazdılar uğraşacağımız tek azat etmek meselesinden. Men dedim öyle olmaz. Siyasetle uğraşmak gerek. Men de buna şaştım açıkçası. Kırım'ı deokupasya yapmak gerek. Şimdi Kırım'ın azat etmeyip Donetsk, Donbass'ın agresörden boşaltmayıp nasıl mülkün siyasetle uğraşmağa sanki bizim elimizde onu kiliti. Kiliti Putin'in elinde. Putin yazıklar olsun ama buna bu cedveller hazırlayan vakitte hem Ukrayna'nın cedvelini hem Rusya'nın cedvelini onlar yazaydılar. Onların desteklemegen adı olsa o adam çıkmaydı. Kimin isteseler verirler, istemese vermiyorlar. Kısa aytacağım, Putin'in kolunda o meselenin kilidi. Onun için tek onunla uğraşmak
Demek bir şey yapmamak. Demek Son değiştirdiler. Ben çıkıp gittim. Buna bu press konferensiyaga geldim. Bilmeyeyim siz kulak astınız mı yokum. 16 adamın arasında benim soyadım yok. Yamına şimdi yani siz şimdi çıkan durumda bulunasınız. Fakt olarak 17 adam şimdi. 17 Ben adam. koşuldum. Çünkü ular gerçekten de o beyanatını değiştirdiler. Ve şimdi yazılan beyanatlarında doğru şeyler yazdılar. Ana öyle bir vakıya işte. Aslında men özüm işte bu birinci beyanatını eşitkenim ve okuganim vakit biraz şaştım ve hatta bizim yayınımızga işte Mikola Samına koşuldu diğer siyasi mabuslar ve men onlardan da soradım ya siz nasıl etip işte siyasi mabuslarının azat etülüvünün bir taraftan uğraşıp siyasetke karışmayacaksınız. Zaten bu siyasi adı zaten siyasi mabus. Demek ki onlarını siyasi cihetten mahkemeye işte ettiler ve siyasi cihetten hapishaneye taşladılar. Yani böyle mantıksız hakikatinde mana geldi ve eğer şimdi sizin aytkanınız gibi değiştirgen olsalar bu beyanatını bu güzel. Ama daha bir kere sormak istedim. Yani siz şimdi anda kırmıyorsunuz mu ya da kırıyorsunuz? Kennedy. Kırdım. Kırdınız endi. Yaxşı. Ben o press konferansiyada söz alıp ayttım bele oldu. Siz belemeyin kolay ola bu işler. Siyasi mabusların teşkilatını teşkil etmek kolay iş değil ekan. Onun için ben özüm için şimdi karar aldım. Bu ağalar kardeşlerle beraber olmağa. Ya İlmi ağa, yaxşı. Beyanatta doğru dost doğru işte sizin aytkanınız bu markerlerini çizdiler. Бороться за деоккупацию. Yani bularını endi yazdılar. Восстановление территориальной целостности. Yaxşı. Yazdılar. Yazdılar yaxşı. Ama Kennedy siz aytasınız ki ne yazık ki siyasi mabuslarını azat etülüv meselesi Kreml'nin kolunda, şahsen Putin'in kolunda. Nasıl bu platformanın çalışmalarını görüyorsunuz? Yani kimle ittifakdaşlıkta bulunacaksınız? Bu meselelerle nasıl şekilde uğraşacaksınız? Kimge tesir etmeye tırışacaksınız? Misal olarak sizin ve Ahtem Ağaçigoz'un azat etülüvü Erdoğan'ın yardımı ile olgan edi. Belki Türkiye'nin ittifakdaşlık kurmak böyle hareketlerinde bulunacaksınız. Ben bilmeyeyim, şimdi böyle bir fantaziyaların seslendireyim ama sizden de öğrenmek Bu fantaziyalar yaxşı fantaziyalar. Doğru düşünesin sen. Gerçekten de uğraşmak gerek hem Ukrayna içinde siyasetçilerinin, yolbaşçılarının, siyasi partiyalarının hem başka devletlerinin de iş tutmak gerek. Bunun arasında elbette Türkiye birinci sıralarda, Litvanya, Latvia, Estonya, Polşa birinci sıralarda, son Müslüman devletlerinin çok imkan olmaz elbette bu siyasi mabuslarında ama yazışmağa ve özümüzün endi bir şeyler görgen insanların adından mektuplar yazsak, beyanatlar yapsak, belki bir merasimler ötküzsek son tek fayda olur. Sonda şunu soramağa istedim. Bu siyasi mabuslarının korantalarına yardım destek kiremi bu platformanın içerisine benim bilgenime göre siz işgal etilgen teritoriyalar integrasiya nazirliginde bu siyasi mabuslar meselesi boyunca komitette, doğru mu komitette aza olup bulunasınız işte siyasi mabuslarının korantalarına ve ilahri yardım meseleleri maddi, manevi bilmem korçalayıcılarla işbirlik ve ilahri bu meseleler koterilecek mi ya da bu ayrı faaliyet? Yok, ayrı değil. Hepsi bir siyasetin içinde. Anda ayrıda yazılganını aklımda yok galiba görmedim. Ama Rusça aytkanda само собой разумеется.
Ebet siyasi mabuslarının uğraşkan teşkilat ballarının da uğraşar, korantalarının da uğraşar ve daha çok başka meseleler de var. Ortada ularının da uğraşar. İlmi ağa, sizin malumatlarınızga göre şimdi siyasi mabuslarimizni azat etuf ya da ne kadar yanlış olsa da ama bu değiştiruf gibi planlar şimdi var mı? Yani bu mesele nasıl şimdi seviyede tura? Müzakere ediliyor mu? Belki de hükümette bununla ilgili faaliyetler alıp barıla. Belki sizin malumatlarınız vardır. Çünkü biz sonki vakitlara bununla bağlı bir şey eşitmeyimiz. Siz eşitmeseniz demek aktif şekilde yok. Ben de eşitmeyeyim. Sonki vakitte Zelenskiy o'zini pozitsiyasini açık doğrultmaga başlagan dayın kelemaga. Siz onu her vakit tenkit etediniz ama sonki yapkan hareketlerini beğeniz. Beğenim ama korkam bir gün daha değiştirir. Çünkü öz fikrini kolay değiştirgen adam ana o 3 tane kanalın toktatkanı Kolomoyski'ye sanksiyalar başlanğanı ben belesem o bardır bu tarihin içinde. Ukrayna'nın prezidenti ile bardır. Beğenim diyecek edim, hem ayttım. Ama diğer taraftan da ATR telekanalının ne yazık ki problemleri çözülmeye kala. Yani mali meseleler çözülmeye kala. Biz endi yayınlarımızda böyle haberlerini müzakere etsek de kenedi Seyf ATR marafonu çerçevesinde ötkärle umut etemiz bu meseleye de dikkat ayırır. Çünkü daha ne Zelenskiy'den ne onun ofisinden hiçbir reaksiya gelmedi. Akılınızda olsa bir 2-3 yıl evvel mağa Litvaniyada bir unvan bergen ediler. За заслуги перед Литвой деген bir орден. Akılımda. Men şu ordenin sahibi olarak bir mektup yolladım. ATR hakkında. Kimge? Litvanya prezidentine, Litva prezidenti. hükümet başlığına ve Seyim deputatlarına. Hiç olmaganda bir-iki meseleni, bir-iki statiy расходов özlerine alsalar bizge mında kolayca olur edi. ATR telekanalda işte müracaat etti ama men bunu bilmiyordum. İlmi ağa sizin böyle bir mektup yollağınızdan. Onun için sizlerge büyük teşekkürler bildiremiz. Çok sağ olun İlmi ağa bizge yardım etip böyle şekilde onlarga da müracaat etkeniz için ATR telekanalı için. Hem de bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için de sağ olunuz İlmi ağa. Eyliklerde görüşkence. Siz de çalışıp durunuz. Koruyuk sizlerin. Yok olup gitmeyin. Mutlaka. Yani biz ne vakit yıkıldık ki şimdi yıkılacağımız. Bizler... Yok olup gitmeyin dedim. İnşallah. Çok sağ olun. Demedim. Çok sağ olun İlmi ağa. Yok olmamız mı? Biz bar olganca, siz bar olganca bu imkansız aslında. Halk bar olganca bu imkansız. İlmi Umerov, Kırım Tatar Milli Meclis Reisimizden muavini bizle canlı bağdaydı. Şimdi ise yayınımızga siyasi mabüs Server Ağa Mustafayev'nin babası, Kırım Tatar Milli Hareket iştirakçısı Rustem Ağa Mustafayev bağlana. Rustem Ağa, selamun aleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Şükür Allah'a, yaxşı akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Cümlemizge hayırlı olsun. Rustem ağa, bu işte 2 günden berilendi laf etemiz. Mında Ukrayna kıtasında siyasi mabuslarının azat etiliği için platforma tızıldı. Bunun ile bağlı fikirleriniz, hisleriniz, duygularınız neden ibaret? Sual yaxşı, ancak men başka yerde çekerim. O baştan başlayayım. Menimcesine bu ballar çıkarmak meselesi boyunca
tek Ukrayna'nın özünde değil, Ukrayna'ya mutlaka prezidentke müracaat etmek gerek. Benim cesine bir sualim var. Bu prezidentten Kongres iştirakçıları, Milli Meclis iştirakçıları görüştüler konkretno o adamdan, başkandan ya da tek yazı şekilde. ATR meselesi boyunca mı aytasız? Eşitmeşti herkes. ATR meselesi boyunca görüşüp hakkında sorasınız mı? ATR meselesinin boyunca da, mahbuslarımız boyunca da. Yani menin bilgenime göre sonki vakitlarda böyle bir resmi görüşüp bizim liderlerimizden Zelenskiy olmadı. İşte sonki kere men yanlışmasam 18 Mayıs günü, geçken sene 18 Mayıs günü ötkerilgen edi böyle görüşüp. Bundan sonra resmi görüşüp olacağı hakkında birçok kereler malumatlar algan edik. Fakat menin bilgenime göre yanlışmaga isteyemeyim da böyle resmi görüşüp olmadı. Yani mutlaka görüşülüp olmasa bir передачамызda eşitken edik, yaxşı teklif düşken edi. Zakazını mektep yazıp, tileklerimizin yazıp, cemaatin, Müslüman, Kırım Tatarların tileklerini soratıp, yazı şekilde, zakazını mektep şekilde jibermege, cevap almaga. Nas derecede olarda bakılan bu, bakılmayın, kulak asalarım, kulak asmaylarım. Endi o bizge biz özümüzde yazabilirdik. Bundan o mektepler çıkmayacak. Bilirsiniz hepiniz. Endi ATR boyunca ATR o'zi bir tane Kırım Tatar kanalı var. Men endi para meselesi için değil, bunu Kırım, Ukrayna prezidenti düşünmek gerek ya da uların ministerleri düşünmek gerek. Ministerstvo связи düşünmek gerek. Ministerstvo СМИ düşünmek gerek bu kişiler. Bir tane o'zi olgan bir kanal var. Manda Kırım'da olgan bütün kartlar, yaşlar, kanal bu Kırım Tatar kanalı arkalı bir bahçemiz var. Kichkene olsa da kichkene bağımız var bu. Şoşunçuk endi bir tane ümitimizde olgan şeyimizin de yok etsek, men bilmeyim, naz bu kimge aysa gerek, bu Kırım'da aysa kaytarıp oturmada gerek neyse, şay kala bu şeyge. Doğru. Bizler hepimiz ona gelip oturamız. Kartlar da herkes yanlıklar başlayacak olsa bir şey toktay, başta olar bakla. Bu kanal boyunca. İkinciden mahbuslarımız boyunca. Men endi özümün oğlum şimdi tek özü değil, bütün mahbusların adından, onların Koran'da soysup, umumen Kırım halk adından, Kırım'dan hepsi herkesden. Çünkü ilk gün başında konuşturamız. De cenazede, de mahkemelerde, her vakit konuşturamız. Herkesin ağzında bağla. Naz olacak, naz bakılacak. Çünkü koronavirüs deyip anda çıkmak meselesi olmasa, yine Kiev'te hepsi hükümetlerin, mutlaka Müslüman hükümetlerin, son bizim taraftar hükümetlerin, bizim vatandaşlar olgan hükümetlerin temsilcileri var, konsoloslular. Onlardan konuşup, bu yaktan da onlar da Zelenskiy olsun, Putin'ge olsun, farkı yok. Hepsi ayakta tursalar ya da başkaca orada. Barıp yemeğe çık yasak her yerde karantin diyor. No yazılı şekilde, telegrama şekilde boş vallerini koyup onların da bir celp etmeye bakmak gerek. Bir 5-6 hükümetten iş görmek değil. Bütün dünyasında Kırım Tatarı var deyip her vakit herkes ayta. Avustralya'da bile eşittir. Umut etemiz bu ATR meselesi etrafında. Onlar özlerinin başkanlarına ayrıca özleri mektup yazsınlar. Her taraflarına basılsa men dersem yaramay olmaz dedi. Daha bir sualim var, daha bir aytacak diyem var, Hasaray için aytacak olam. Bizler mende bir vakitleri, men oğlum da daha var, çoklar edik, 40 adam edik. Cümlemiz var edi öyle, azizler degen. Allah rahmet eylesin, İdris Ağa Aslan'ın başlık etiydi. Onun yardımcısı var edi, Nuri Efendi muftimiz edi bir vakitleri. Ondan başka 40 adam edi. Bunlar gelgense o idarede yok oldu. Bizler registrasyada yapmadılar. Şundan kalıp gitti. Biz o meseleden, Hansaray meselesine çok iş alıp baraydık. Bütün bundan ögünü olgan müdüründen de görüştüreydik. Bu müdürden de görüştüreydik. Endi bu müdürge de kıramayık, bir şey sorap olamayık. Yasak ettiler. Gözümüzden görüp oturamız. Men prosta tengleştirme isteyim. Zınkıl medreseni yapkanda Türkler, vatandaşlarımız yardım etip onlar yaptılar.
bir taşını nadirevat etip algan ediler. Bütün resimlerini çıkarıp, öyle bir kontrol var edi onların tarafından, чтобы реставрация деген söz соответствовала реставрации. Boşunçuk perestroyka ola. Bütün dünyadan nege gelirler mında? Şu eskiden kalgan şeyini görmek için gelirler. Ona bugün savremenlilikte korobkalarga oşatıp koysalar, ana binalar hepsi bir şekilde olgandan, onu kızığı da kalmayacak, insanlar da gelmeyecek mında. Bunlar yapacağı şu. Mına Rustem ağa, alo. Sağ olunuz, hakikat de çok mühim teklifler hem de seslendirdiniz. Hem ATR telekanalı ile bağlı hem de umumen halkımızın geleceğiyle bağlı. Ben umut etem ATR telekanalı meselesinde elbette ki Milli Meclis olmak üzere bunun yanında işte bizim idarecilikimiz ve ilahire bu mesele etrafında birçok işler alıp bara ve umut etem ki bu mesele çözülür. Ben bu siyasi mabuslar platformasına kaytacak olsam çünkü çok vaktimiz yoktur. Ne yazık ki laf etmege istedim bu platformanı yani siyasi mabus'un babası olarak nasıl kabul etesiniz? Duygularınız, hisleriniz neden ibaret ve ne gerek? Yani sizge yani nasıl bir yardımlı destekni Ukrayna'dan ve bu platformadan şimdi bekleysiniz? Birincisi azadlık bekleyik. Birincisi. Cümle mabuslarımız azat olganların, üge kaytkanların bekleyik birinciden. Ikinciden, bunu soğa artı, bugün bunların jibep de yarın bir daha jiştirip başlasalar, ana şonu toxtatmak gerek. Çünkü endiminde tek akayların dögül, tek kartların dögül, endi apaylarga çevrilir. Yarın bir gün belki mende doğan ballarını da sразу başka yakka jiberilir. Bu turuşta olsa. Самое основное, bütün mahbuslarımızdan ATR kanalına, bütün Milli Meclis'e, herkesge, Kırım halkına çoktan çok balaban selamlar. Onlar da bana biz yakında advokatlar barıp geldi. Yakın vakti yanılıklar eşitmedik biz onlardan. Bana advokatlar 4-5 adamga kırıp çıktılar. Bek balaban onların adından selamlar getirdiler. Sizge aytalar. Hem onlar da bek tarskalar boş için. Nasıl olup da ATR kanalı yapılacak. Bu abmen meselesi toxtap kaldı. Bütün bu ne aytkan kotergesizlerler hepsinin haberleri var. Onlar da meraklanıp oturalar. Düşünüp oturalar. Niçin böyle şekilde otura boşuyor? Ama platformanı sorasanız platformaga elbet mutlaka da taraftarlarını çoklaştırmak gerek. Çünkü teraziyenin bir çetinde pek basıp oturar. Ana onda kontrol tutmak gerek. Benimcesine. Server ağa Mustafayev'nin bağınız var mı? Mektuplar kele mi? Koruşesiniz mi? Niyakta ayta bizlerge bir mesajları var mı? Çünkü bizlerden her daim selam söyleniz. Prigovordan beri konuşkenimiz yok. Hepsi svidaniyeler yasak. Ayda bir kere telefon arkalı birer kere laf verirler 15 dakika. Ana şu bağımız olgan bak şu. Ne gazetleri var, ne televizörleri var. Hepsi birer, men 8 endi işte. Onu aytsam, 7'si de 2,5 kvadratный metr kameralarda oturalar. Ana olgan şey bu. Bilgenimiz bu. Ne televizör var, ne холодильник var, ne bergen aşımızın saklap bolalar. Andaki bergen aşıların özünüz eşitip oturasız, aytasız. Her var. Küflü peçeteden çıkadan oğan tuşonka derler. Ana olgan şey. Çok sağ olunuz Rustem ağa. Bizle bağlanıp suallerimizge cevap bergeniz için umut etemiz ki bu sonki yapılgan şimdi teşebbüsler hem siyasi mabuslarımızın azat edilmesi boyunca teşebbüs hem Kırım platforması ve ilahri onlar hakikaten de sözde kalmaz da böyle semereli şekilde çalışır da siyasi mabuslarımızın azat edilmesine, Kırım meselesinin çözülmesine böyle bir Allah yardımından Allah yardımlaşında tez vakitte boşa üye kayıtkanlarını bekliyor. Artıda bir daha üye kaytargan sonra başkalarını toplamasalar kolay tane şundan da şu da var. Çok sağ olun. O şeylerden laf etmek gerek olarak konuşuyoruz. Evet. Çok sağ olun Rustem ağa. Rustem Mustafayev. Çok sağ olun. Cümlemizde.
Сервер Мустафаев, Кырым-Татар милли әрекеті иштиракчысы, саяси мобил Сервер Мустафаевның бабасы бізле жанлы бағдайды. Сайғылар arkadaşlar, мен сене язықке бұл болекіні екулемек мecburiyetindeyim. Fakat siz ATR телеканалының yayınından ayrılmalısınız. Çünkü birkaç dakikadan sonra sizlerini Zaman informasyon programması Sonki ve en meraklı haberlerle karşılayacaktır. Sonra biz bu studiyaga kayıtıp o haberlerinin, muzakerlerinin de misafirlerimizle laf etmeye devam edecekmiz. ATR ile olmaz görüşkence. Національному лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву окупанти продовжили заборону на в'їзд в Росію і окупований нею Крим до 2034 року. Про це стало відомо під час так званого суду над Мустафою Джемілєвим, який проходить в окупованому Армянську. На засіданні озвучили відповідь управління по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом російської ФСБ. З неї стало відомо, що заборона на в'їзд була прийнята ще 5 березня 2019 року строком на 15 років до 5 березня 2034 року. Росія заборонила Джемілєву в'їзд до Криму після окупації півострова у 2014 році. Але термін дії минулої заборони закінчився ще 19 квітня 2019 року. Втім, жодних документальних підтверджень такої заборони так і не навели. А рішення окупантів лідер кримсько-татарського народу оскаржуватиме в Європейському суді з прав людини. Документ, на основании которого выносился запрет Мустафе Джемилеву, не видел никто вообще, кроме вот этих засекреченных сотрудников ФСБ во второй службе. Не видело следствие, не видели лица, которые якобы объявляли в аэропорту Шереметьево Мустафе Джемилеву вот этот пресловутый запрет, хотя в суде это так и не подтвердилось. Не видели пограничники, которые в Армянске физически не пустили Мустафу Джемилева, не видел прокурор, не видел следователь и не видел суд. Тогда вопрос возникает, на основании чего вообще у нас происходит это судебное разбирательство. Утиски кримсько-татарського народу в окупованому Криму продовжуються. На безвинних людей навішують ярлики терористів. Учасники кримсько-татарського національного руху з Іслям-Тіреку Кировського району виступили з відкритим зверненням до народу. Вони підтримали всіх бранців Кремля. Напередодні з такими ж промовами звернулися учасники кримсько-татарського національного руху Білогірську, Бахчисараю, Судаку, Джанкойського і Красногвардійського районів. Наши родители были депортированы в 1944 году. Мы родились в депортации. Мы это все знаем, все слышали от своих родителей. Все то, что они пережили. Сегодня это уже в другой форме продолжается. Это, обвиняя мой народ в терроризме, сажают наших детей. Ни в чем не винных. Это все прекрасно знают. Много здесь знать не надо, все знают. Невинны и ні в яких терористичних актах или діях каких-то не участвовали. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Тоді затримали 5 кримських татар – Азамата Аюпова, Яшара Шейхаметова, Лінура Сейдаметова, Тимура Ялкабова та Олега Фьодорова, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь в буцімто терористичній діяльності. У Німеччині суд визнав винним підприємця у порушенні кримських санкцій ЄС. Його фірма нелегально експортувала металообробні верстати, придатні для виробництва ракет. Про це повідомляє видавництво Deutsche Welle. Мова йде про 41-літнього виходця із Казахстану. Було доведено, що чоловік порушив санкції ЄС щодо Росії в 7 випадках у період з 2015 по 2018 роки. Його засудили до 3 років і 9 місяців позбавлення волі. Ще один фігурант справи, 40-річний виходець з Киргизстану, був засуджений
засуджений до 2 років умовно за звинуваченням у пособництві нелегального продажу. Фірма повинна виплатити державі майже 8 мільйонів євро. Це прибуток від нелегальних угод. Крім того, засуджений за пособництво повинен перерахувати державі всю винагороду розміром 184 тисячі євро і виплатити додатковий штраф у розмірі 150 тисяч євро. Список тих, кого слід покарати за репресії в окупованому Криму, передано до Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що порушення прав людини на півострові є системними, а Україна сподівається на запровадження так званого нового санкційного механізму, розробленого в ЄС. Це система швидкого запровадження обмежень проти порушників прав людини. Міністр Кулеба сподівається, що санкції проти винних в облавах та судилищах запровадять вже цього року. Санкції реальні. Ми передали список людей, яких ми вважаємо винними у порушенні прав людини в тимчасово окупованому Криму. І, безумовно, ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб ці санкції були застосовані вже цього року, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними та кричущими. Окупанти обстріляли район Мар'їнки на Донеччині. Поранено українського бійця. Про це повідомляє українська делегація в тристоронній контактній групі. Пораненому військовому надано термінову допомогу. А вчора ворог накрив мінами 120-го калібру українські позиції поблизу окупованого Донецька. Такими ж мінометами били на Приазов'ї. А поблизу Павлополя, Талаківки та селища Золоте-4 гатили з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат серед українських захисників. А за даними розвідки, російські окупаційні адміністрації по той бік лінії фронту посилили пропаганду, щоб поповнити лави окупаційного війська. З кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ та пропагування військової служби у складі з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Російську фотомодель та актрису не впустили до України. Олена Галіцина прямувала до України буцімто у справах, але на прикордонному пункті литовища Бориспіль її завернули прикордонники. Виявилося, що жінка неодноразово їздила до окупованого Криму відпочивати. При цьому перетинала неконтрольовану частину кордону через так званий Кримський міст та літаком з Москви. Галіциній заборонено відвідувати Україну впродовж наступних 3 років, а найближчим рейсом її відправили до Мінська, звідки вона й прибула. С этого дня и на 3 года у вас будет запрет въезда на территорию Украины. В вашем паспортном документе я вам проставляю штамп о запрете выезда на территорию Украины, запрете въезда на территорию Украины. Если вы попробуете въехать на территорию Украины в течение этого периода, у вас будет продлен срок до 10 лет.
Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф АТР. Голос Крыма». Май вот в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в рамках нашего марафона мы обсудим основные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру на экраны ваших телевизоров. Режиссер периодически выводит номер телефона +380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Подписывайтесь на сайт телеканала АТР. АТР маленькими буквами .ua. Сегодня ваша поддержка чрезвычайно важна для нас. И ваша подписка поможет нам продолжать нашу борьбу на нашем информационном фронте. Ну что ж, я перехожу к основным новостям. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня сообщил, что украинская власть составила и передала в Европейский Союз список тех, кого считают виновными в нарушении прав человека на территории временно оккупированного полуострова для применения к ним санкций. Об этом он сказал сегодня на онлайн-брифинге. Вот его цитата. Ми передали список цих людей, яких вважаємо винними в порушенні прав у Криму, і докладемо зусиль для того, щоб санкції проти цих людей запровадили вже в 2021 році. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рифат Чубаров уверен, что политическая изоляция и ограничение экономических отношений с Россией могут заставить ее освободить оккупированные территории. Тільки повна міжнародна політична та дипломатична ізоляція Росії з одночасним різким скороченням економічних відносин до критичного мінімуму, запровадження ембарго на російську нафту і газ, відключення SWIFT змусять Москву сісти за стіл переговорів зі звільнення окупованих нею українських територій, включно з Кримом, без будь-яких попередніх умов з її боку. А вот заместитель руководителя миссии США в ОБСЕ Кортни Австриан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ призвала Россию остановить репрессивную оккупацию Крыма и освободить всех политических заключенных. Сьогодні ми повторюємо заклик ООН до Росії припинити окупацію Криму і вивести свої війська з України. Позиція США зрозуміла – Крим – це Україна. Ми рішуче підтверджуємо нашу підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Так само, як ми стояли на боці Естонії, Латвії та Литви в темні десятиліття радянського деспотизму, ми непохитно підтримуємо Україну і відкидаємо анексію Криму Росією. Ігор Петренко, директор департаменту внутрішньої політики Міжнародному центру перспективних досліджень, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, ассаляму алейкум, вітаю вас. Вітаю вас. Пане Игорю, ну что ж, как сообщил сегодня Дмитрий Кулеба, украинская власть передала в Европейский Союз список тех людей, которые причастны к нарушениям прав человека на территории оккупированного полуострова. Мы уже 7 лет говорим про персональные санкции, но вот хотелось бы сейчас понять, как они работают, эти персональные санкции, и насколько они могут быть эффективными в нашей борьбе? Ну, безусловно, они могут быть эффективными. В принципе, санкционный механизм один из таких немногих, который дает свой результат. Мы понимаем, что на самом деле вопрос Крыма, он на долгое время был вынесен за скобки многих переговорных процессов. В основном сосредотачивались вокруг вопроса Донбасса, а Крым, ну, пытались, как бы, наверное, не поднимать. Либо это было за молчаливое согласие, либо, ну, понимали, что этот вопрос еще сложнее решить, в частности, из-за позиции, конечно, Российской Федерации, для которых получение Крыма это стало своеобразным таким сакральным действием, про что неоднократно, в принципе, говорил и Путин. И как раз после этих, скажем так, действий, его называют там собирателем земель русских, ему, конечно же, все это очень нравится. Поэтому сложно было. Ну, сейчас мы уже говорим, да, вот о Крымской платформе, мы говорим о привлечении Турции, более активной ее роли, потому что она никогда не одобряла, конечно же, оккупацию Крыма, его захват. Мы говорим о привлечении Соединенных Штатов Америки, которые сейчас достаточно так антагонистически настроены в контексте Российской Федерации. Поэтому в целом механизм санкций, он достаточно действенный, в частности, и персональный, поскольку почему? Это закрывает очень много дверей перед этими людьми. То есть человек, который под санкциями, он
для многих людей становится токсичным, нерукопожатным. То есть вести с ним бизнес даже или где-то быть на каких-то там встречах там, официальных и так далее, это уже очень плохо, поскольку, скажем, санкции — это сигнал к тому, что это персона нон грата, с которой не стоит иметь дело ни в какой плоскости, ни политической. А как это влияет на существование самого авторитарного режима? Влияет и достаточно сильно. Мы же видим, что да, запас прочности у Российской Федерации он достаточно большой, да, поскольку их экономика она связана с углеродом, нефть, газ, продажей. Конечно, тут ситуация на рынках тоже влияет, но в целом они, скажем так, не получают необходимого финансового ресурса, их бизнес из-за санкций, или они его продают, или они его вообще теряют, то есть он не может работать, не может наполнять бюджет и давать деньги на, в том числе и содержание Крыма. Да? Давайте не будем забывать о том, что это дотационный абсолютно регион, который всегда был, есть и остается. Тем более Российская Федерация Крым превращает в военную базу. Для этого тоже нужны большие средства, для того, чтобы развертывать там ракетные установки, вооружение разнообразное, содержать эту большую армию и так далее. А невозможность закупки технологической продукции, она также существенно бьет и по оборонно-промышленному комплексу Российской Федерации, поскольку они очень много чего не могут производить, в том числе и, кстати, из-за отношений с Украиной, поскольку они, допустим, не могут производить необходимые двигатели для вертолетов, для многих видов самолетов до сих пор, да, поскольку они были очень завязаны на предприятия, которые находятся на подконтрольной части Украины, они могут это делать. Плюс нарастает внутреннее противостояние. Скажем так, что Путин — это все-таки коллективный такой вот субъект. Да, он, конечно, как арбитр, он решает там много вопросов и так далее, но есть разные башни Кремля, как их называют, и там есть бизнес-группа определенная, которая, очевидно, больше всего страдает и которая определенным образом давит на Путина с тем, чтобы все-таки пойти на определенные уступки для того, чтобы немножко ослабить санкционное давление, получить как глоток свежего воздуха, возможность сотрудничества с иностранными компаниями, и как-то иметь возможность развиваться. А если у них это не получается, значит, они давят, это сказывается на, скажем, состоянии граждан. То есть мы сейчас уже видим выступления, да, там главная, скажем, причина — это сейчас там Навальный, это была ситуация в Хабаровске. Но в целом все равно эта ситуация не очень благоприятная для любой власти. И также для в Европейском Союзе, кстати, из-за отравления Алексея Навального запустили новый механизм, новый санкционный механизм. Чем он будет отличаться от уже существующих санкционных механизмов Европейского Союза? Если мы говорим о Европейском Союзе, то они ввели, опять же, персональные санкции. Речь идет там о прокурорах, всех тех чиновников, которые были причастны к делу Навального. Да, но они синхронизированы с американскими санкциями в этом вопросе. Да, по-моему, европейцы первые, кто были, но санкции Соединенных Штатов Америки, они намного жестче, поскольку они касаются операций и экспорта, импорта, поставки, опять же, технологической определенной там продукции, и также персональные санкции против конкретных людей. То есть эти люди, они практически не выездные, они не могут ничем другим заниматься, кроме того, как, скажем так, быть на службе у Путина. Поэтому это серьезное, скажем, такое усиление. Тут больше, опять же, бьют все-таки санкции США, поскольку европейские санкции, они, скажем, менее болезненные для Российской Федерации. И для этих представителей, которые вошли в этот перечень. Если говорить о Крыме, вот сегодня, вы знаете, состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, где постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что решение украинских властей достроить дамбу на Северокрымском канале может приравниваться к попытке геноцида. Давайте послушаем его цитату. Разве это можно назвать заботой о людях, которых Киев номинально считает своими гражданами? Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64-292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида. Что это такое?
Ну, прекрасно. Нужно запомнить, сделать принтскрин и показывать это властям Российской Федерации, которые будут забирать эту воду от простых граждан, которые там проживают, и передавать ее на свои военные объекты. То есть, в принципе, для потребностей населения пресной воды в Крыму, ну, скорее всего, будет достаточно. А вот что касается уже военных разной инфраструктуры, ну, конечно, здесь может и не хватать, если учитывать, что они как бы ее расстраивают и расширяют. Поэтому здесь проблема выбора самой Российской Федерации, на чьи нужды будет давать воду, поэтому это им потом еще и можно будет на самом деле предъявить. Но мы прекрасно же понимаем, что это манипуляционный абсолютно вопрос, который очень часто тиражируется, поднимается, пытаясь вот в чем-то там обвинить Украину. Ну, простите, пожалуйста, если вы оккупировали нашу территорию, неужели вы будете ожидать, что мы будем помогать содержать военные базы, которые являются угрозой не только для Украины, но и для значительной части европейских стран, да и не только. То есть, учитывая то, что Российская Федерация сейчас занимает очень деструктивную позицию, то есть она ломает все как бы правила, которые существовали фактически после Второй мировой войны. Да, возможно, не только она, да, можем много чего там предъявить и другим странам, в том числе Соединенным Штатам Америки. Но все же сейчас, как бы, когда мир как бы, уже в более таком цивилизованном, скажем, круге с определенными принципами, Российская Федерация их абсолютно не придерживается, просто она не исполняет те обязанности, которые она берет на себя. Поэтому, безусловно, здесь должна быть реакция. Чем жестче она будет, тем будет лучше. Скажите, а насколько сегодня вопрос воды является серьезным и мощным инструментом давления на оккупанта в руках Украины? Ну, он, в принципе, является, безусловно, поскольку речь идет об неудовлетворении, да, самого населения, которое, безусловно, будет ставить вопрос. Но, опять же, не следует забывать о том, что в руках Российской Федерации очень мощный пропагандистский механизм, множество телевизионных каналов, и они его часто применяют, поэтому, конечно же, они будут всячески пытаться обвинять в этом именно Украину, а не говорить о том, что они, извините, пренебрегают потребностями населения и здесь ставят во главу как раз свои военные и такие, скажем, амбиции сверхдержавы. Вот, поэтому, скажем так, здесь в позиционировании, скорее всего, Россия будет выигрывать, но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что опреснять воду не тоже так-то просто. Для этого нужны соответствующие установки, их нужно закупить. А будучи под санкциями, это очень сложно сделать. Ну, можно через третьи страны, конечно, там, ну, все остальное. Но это не так-то просто. Их содержать потом и все остальное. Но если говорить о том, может ли быть это, знаете, таким вот рычагом давления в контексте того, что о возврате Крыма, ну, скорее всего, нет. Здесь все-таки Российская Федерация будет бить на то, что Украина плохая, и использует это в своих целях, в своих интересах, да, то есть дальше показывать, что вот такие вот подлые украинцы, они вот плохо с вами поступают, а мы, конечно же, о вас заботимся, но вот они нам не дают то, чем мы сможем с вами поделиться. Вот где-то приблизительно в таких рамках будет все происходить. Давайте обсудим следующий вопрос. Сегодня состоялся онлайн-брифинг главы Офиса президента Андрея Ермака, где он заявил, что для Украины настало время ежедневно требовать вступления в Североатлантический альянс. Украина заслуживает стать частью альянса, поскольку отстаивает демократические ценности, сказал он. Подробнее в цитате. Настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації. Что это означает? И как вы оцениваете перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс? Возможно ли это в ближайшей перспективе? Ну, вы помните, да, что президент Украины Владимир Зеленский, когда давал интервью на одном из телеканалов в Соединенных Штатах Америки, когда его спросили, что бы вы спросили у новоизбранного президента, он сказал, да, почему мы не в НАТО? Почему мы не в НАТО? Да.
И, в принципе, Украина имеет право ставить такой вопрос. Да, безусловно, я соглашусь с тем, кто может мне оппонировать и сказать о том, что это, в принципе, наша главная проблема. Мы не провели необходимые реформы, мы не сделали там А, Б, В, С, Д и так дальше. Но, по сути, все равно мы должны понимать, что вопрос вступления в НАТО — это также политический вопрос. И здесь нам нужны определенные, скажем, драйверы, которые будут тянуть нас туда и убеждать других членов НАТО в том, что это правильно и нужно. Поэтому, конечно же, таким государством может стать Соединенные Штаты Америки, которые играют первую скрипку. А на Германию с Францией не стоит рассчитывать, особенно после, если какой-то год был, когда они заблокировали предоставление Украины ПДЧ? Да, это был 2008 год. 2008, да, точно. Был саммит в Румынии, и Украина, да, действительно тогда была очень близко к тому, чтобы получить ПДЧ, но такая воинственная риторика Путина, который рассказывал о том, что это приведет к войне, к захвату Крыма, кстати, да, то, что в принципе и произошло, хотя Украина не в НАТО и не получила ПДЧ, да, то есть мы можем прекрасно себе понимать эту ситуацию. И тогда, да, Ангела Меркель, она была одним из тех, которые говорила, что пока еще не время это делать, и соответствующий тогда президент США, он тоже не активно поддерживал, скажем, этот вопрос. Поэтому я опять же говорю, что вопрос Зеленского является абсолютно логичным по причине того, что нам действительно должен быть тот, кто будет выступать драйвером. Плюс у нас еще есть абсолютное право и моральное, и в целом, скажем, право как государства говорить об этом, поскольку Украина — это то государство, которое отказалось от третьего в мире ядерного арсенала, который пребывал в нашей стране. И вместо этого мы получили Будапештский меморандум. Да, здесь мы можем, конечно, апеллировать к тем, кто его подписывал, что после его подписания нужно было работать над тем, чтобы были реальные гарантии. С другой стороны, скажем, все равно нам гарантировали безопасность, в том числе и США, в том числе и Россия, которая, конечно же, на это наплевала, Британия, и другие потом страны, которые еще тоже подключались к подписанию этого договора, в том числе, кстати, и Китай, но мы этого не получили, поэтому мы сейчас логично можем спрашивать о том, где же наши гарантии, что такое гарантия действительно может быть в получении ПДЧ и скажем, после выполнения всех необходимых требований вступления в НАТО. Скажите, а какие страны Альянса сегодня больше всего противятся нашим евроатлантическим устремлениям? Первая на мысль, конечно же, Венгрия приходит, да, поскольку она близка, скажем так, к Российской Федерации, нынешнее ее руководство, да, то есть когда мы говорим о странах, мы в первую очередь говорим о политическом истеблишменте, а не о, скажем, таких населении. Оно где-то корреспондируется, конечно, но тем не менее. Но в целом мы должны просто понимать, что для членов Альянса Украина на сегодняшний день в лучшем случае это вызов, в худшем случае это проблема, поскольку у нас открытый конфликт с Российской Федерацией, хотя она этого не признает, говорит, что у нас якобы внутренний конфликт, все прекрасно понимают, и Шарль Мишель тоже об этом говорил, что называя Российскую Федерацию стороной конфликта. Поэтому здесь в этой ситуации много стран, они будут с опаской относиться к этому, поэтому, опять же, вопрос Зеленского очень логичен с точки зрения определения той страны, которая будет, скажем, своим авторитетом говорить о том, что это правильный шаг, поскольку, в принципе, Российская Федерация то, что она говорила, может сделать, если вдруг Украина вступит в НАТО, она это сделала, получается, и без НАТО, и здесь мы тоже должны об этом помнить. Да, конечно, надо и думать о том, какая может быть реакция Российской Федерации на это, поскольку любое продвижение, скажем, НАТО ближе к границам Российской Федерации очень болезненно воспринимается. Здесь все зависит, конечно, от, скажем так, состояния Российской Федерации. То есть, когда вступали балтийские страны в НАТО, Польша, Россия была достаточно слабая, чтобы что-то другое предложить. Да? И, в принципе, сейчас она тоже достаточно ослаблена, и, возможно, если мы будем усиливать санкции и давление, можем прийти к той ситуации, когда, опять же, она особо ничего не сможет сделать и противостоять достаточно эффективно тому, чтобы Украина могла получить ПДЧ и стать членом НАТО. Пане Ігорю, давайте підключимо к нашій бесіді зараз Дмитрія Снігирьова, співголови громадської ініціативи «Права справа», експерт з військових питань. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитро, салям алейкум, вітаю вас.
Добрий вечір. Пане Дмитро, говорить сегодня о вступлении Украины в Североатлантический альянс преждевременно, или же вы можете предположить, когда это может произойти? Ну, ви знаєте, ми вже розмовляємо про вступ України фактично 30 років. І далі, на жаль, розмов справи не рухається. Це питання то намагаємося винести на референдум, то взагалі блокуємо, демонструючи незрозумілі для наших західних партнерів кроки. Останні заяви президента свідчать про те, що Україна начебто буде намагатися отримати ПДЧ і відповідно робити рішучі кроки щодо вступу в НАТО. Відповідно і заяви голови Офісу президента, мається на увазі остання його прес-конференція, свідчить про рішучі наміри. А власне Єрмак заявляє про те, що ми ледь не кожен день маємо говорити про вступ України в НАТО. Але одне – це розмови, а інше, власне, бажання. В першу чергу політична воля щодо вступу України власне в НАТО. Бо фактично цим кроком Зеленський нівелює свої передвиборчі обіцянки. Тобто ті симпатії російськомовних мешканців, які тяжіють до Російської Федерації. Тут виникають певні колізії. Чи він піде на рішучі кроки щодо захисту національного суверенітету і державності, чи буде загравати, знову намагаючись сидіти, ну скажімо, сідницями на двох стільцях одночасно. Вот что еще хотела у вас спросить. Сегодня в Минобороне сообщили, что наша разведка фиксирует концентрацию российских военных на границе с Украиной. И стоит отметить, что в последнее время активизировались боевики на востоке Украины и обстреливают все чаще наши позиции. О чем бы это свидетельствовало? Юрій, дякую за запитання. Тим більше я тішуся, що саме в вашому телеканалі можна донести інформацію щодо стану ситуації на сході України. Так як нас моніторять, я думаю, нас почують і на території власне Російської Федерації. Це свідчить про те, що в першу чергу я хотів би заспокоїти панічні настрої в Україні. Концентрація військ, проведення батальйонно-тактичних навчань і передислокація підрозділів з території самої Російської Федерації на окупованій райони Луганської і Донецької області свідчить про те, що власне Російська Федерація побоюється ескалації військової напруги. Саме те, що Збройні сили України можливо перейдуть у травні на початку квітня в рішучий контрнаступ. Власне те, що відбувається наразі на території країни Луганської області, зафіксовані новітні розробки російського ВПК, це РЛС Креда 2Е1 і відповідно РЛС Купол. Це свідчить про те, що власне Російська Федерація основним моментом, скажімо, військової загрози з боку ЗСУ вважає використання останніми турецьких безпілотних літальних апаратів, які мають вже певну репутацію під час боїв в Сирії і головне на Горному Карабасі. Тобто, власне, Російська Федерація побоюється те, що українська сторона від слів до невиконання мінських домовленостей перейде до нанесення превентивних ударів по місцях зосередження важкої бронетехніки і живої сили безпосередньо на території окупованих районів Луганської і Донецьких областей. От, власне, з цим пов'язана і передислокація, і накопичення, і я ще раз підкреслю, наявність новітніх розробок російського ВПК на території окупованих районів Луганської і Донецьких областей. Есть ли угроза эскалации конфликта на Востоке? Є, Юльсум, загроза, не те, що загроза, ескалація триває. За лютий місяць 11 загиблих. Це не можна назвати провокацією, це повномасштабна війна. Тобто йдеться вже не просто про використання снайперських пар, роботи ДРГ або дистанційне мінування місцевості. І наразі зафіксована робота важкої артилерії калібром більше 120 мм, що заборонена мінськими домовленостями. До речі, активізація військового протистояння спостерігається як на території Донецької, так і Луганських областей. Донецький напрямок – це традиційно Маріупольський напрямок і Піски. Відповідно, Луганська область – це так звана Стаханівсько-Первомайський напрямок. Зокрема, сьогодні було неспокійно в районі так званої Бахмутки. Це траса, яка з'єднує, власне, контрольовані території з окупованим Луганськом. От
там спостерігається основний театр військових дій. Це поблизу селищ Золоте 4, Золоте 5, Калинове. І там, власне, і зафіксована робота російських РЕБів, російських РЛС і передислокація живої сили і завоз до ОБК. Дякую дуже, пане Дмитро. Дякую вам і всім за можливість ефіру. Дякую дуже. Співголова громадської ініціативи «Права справа», експерт з військових питань Дмитро Снегирьов був з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, чуєте? Так, чую. Да, а с чем вы связываете последнюю активизацию действий боевиков на востоке Украины? Или, в принципе, вот то перемирие, о котором вот сейчас говорится, что вот оно нарушается и так далее, в принципе, его и не было как такового? Но все же оно было на самом деле, поскольку количество раненых и погибших оно значительно уменьшилось. Да, это не идеально было перемирие, но просто тут можно посмотреть на статистику. Вот когда там с июля или с июня, когда оно было введено в действие, мы все-таки имели значительное улучшение. Но сейчас, очевидно, деструктивная позиция Российской Федерации, она привела к тому, что Украина пересматривает свой подход в контексте Донбасса, да, ну и Крыма, как мы уже говорили до этого, в частности, вопрос вот крымской платформы, которая должна работать. Я это связываю также непосредственно с действиями СНБУ, то есть те санкции, которые были изначально вот введены против Тараса Козыка, что привело к закрытию 3 информационных телеканалов «Дождь 12 язык». Потом мы имеем санкции против Медведчука, да, кума Путина, его, соответственно, жены. Мы сейчас имеем расследование против незаконного, да, скажем так, приобретения нефтепродукт провода, да, Самара-западное направление, да, которое связано, которое, скажем так, находится в собственности у людей, аффилированных с Медведчуком. Ну и, конечно же, я думаю, что украинские власти не ожидали подобного сценария, поскольку перед этим президент Украины подписал указание провести проверку зоны ООС, готовности к боевым действиям. Был пересмотрен сценарий, об этом говорил Данилов в контексте разворачивания событий на Донбассе. То есть мы, в принципе, как бы ожидали этого. Сейчас стратегия президента, она заключается в том, чтобы цементировать такую западную вот коалицию в отношении к Российской Федерации. Ну и следует сказать, что мы, в принципе, имеем определенные успехи в этом. Да? Последний визит Шарля Мишеля и его заявление — это показатель этого. Мы наращиваем сотрудничество с Великобритании. Да, мы стали стратегическими партнерами, мы наращиваем сотрудничество с Турцией, мы получили вот особый статус в партнерстве с НАТО. Это все очень хорошие, скажем, сигналы. Вот, поэтому сейчас главное это вот показывать как раз деструктивное поведение Российской Федерации и то, что они не выполняют взять на себя обязательства. Но мы уже имеем и соответствующую оценку от ОБСЕ, который говорит, да, что Украина выполняет взять на себя обязательства и по разводу войск, и по КПВВ, и по обмену пленных, по многим другим. Но вот Российская Федерация этого не делает. То есть мы как раз и показываем нашим западным партнерам. То есть тот сценарий, который был Зеленским изначально приведен, он тоже имеет свои плоды определенные. Поскольку, опять же, Украина показала, что она готова идти на, скажем, многое, кроме, скажем, сдачи национальных интересов в контексте политических вопросов решения безопасности. Но мы готовы, то есть, идти. Ну, а вот как раз Российская Федерация показала свою неготовность. Ну и дальше вот нужно как бы развивать вот именно эту ситуацию. Но, к сожалению, действительно это привело к эскалации, к значительным обстрелам и опять к раненым и погибшим. Дякую дуже, пане Ігорю. Чухсагл. У нас Ігор Петренко був з нами на прямому зв'язку, директор департаменту внутрішньої політики в Міжнародному центру перспективних досліджень. А зараз к нам присоединяється Роман Костенко, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, учасник АТО, народний депутат України, фракція «Голос». Пане Романе, ассалям алейкум. Витаю, студия. Витаю. Пане Романе, мы видим в последнее время активизацию боевых действий на востоке Украины, когда противник обстреливает наши позиции. С чем вы это связываете? Или в принципе нет никакой вот новой активизации, все как было, так и продолжается? Дивіться, ви мене добре чуєте, бо в мене так дуже шипить. Так, я зараз вас добре чую. Мені продублювати?
Ага. Тоді буду говорити. Так, чую. Дивіться, да, дійсно є активізація зараз на фронті, і з чим це ми можемо пов'язувати. У нас був режим припинення вогню, всі його називали перемир'ям. Я сам людина військова і 5 років провів на фронті і пережив не одне перемир'я. І вам скажу, що перемир'я закінчується рівно на наступний день після його підписання. І тільки тоді є тимчасові припинення вогню. Тому це припинення вогню було до тих пір, поки ми десь йшли на поступки Путіну, поки ми там не друкували свою стратегію нацбезпеки, де ми не писали, що Росія ворог, і поки ми всі ці питання притримували. Коли ми вже зрозуміли, я так розумію, що офіс президента зрозумів те, що їм казали до цього, що Путіну невигідно мати мир. Вони і почали діяти, в тому числі і припиняючи інформаційну війну, накладати санкції на проросійські канали. Після цього пішла активізація на фронті, тому що саме Російська Федерація, вона повністю контролює бойовиків з цієї сторони, і вона їм дає команди активізуватися для того, щоб, можливо, бажання налякати владу, щоб влада знову йшла на поступки. Я бачу це так. А какие уступки сейчас может требовать страна-агрессор от нас? В каком вопросе? Дивіться, зараз ж питання саме головне – це тиск на Медведчука, на кума Путіна, закриття проросійських каналів. А в умовах гібридної війни, які раніше називали політичної війни, інформаційний простір, який використовує Російська Федерація на нашій території, це є основною зброєю для того, щоб там зомбувати або нести пропаганду до наших громадян. Тому для них дуже важливо, щоб цей простір працював. А тільки РНБО його закрило, то я думаю, це буде одним із основних таких вимог. Це не здійснювати тиск на проросійські сили, безпосередньо на Медведчука зняти санкції і дозволити віщати цим каналам пропагандистським. І тут потрібно бути дуже уважним, тому що щоб вони не відкрилися під іншими назвами і просто ми не пішли на поступки. Скажите, а что делать с Минском? У нас как бы есть Минский процесс, да? То есть мы будем продолжать играть вот этот процесс, извините за тавтологию, но так получается, что Россия требует свое, настаивает на своем, на что, естественно, мы пойти не можем. Украинская сторона предлагает свой план действий, естественно, что не принимает Россия. И как долго это будет продолжаться? Дивіться, це буде продовжуватись доки влада не зрозуміє і не почує тих, хто каже про те, що Мінськ це, він вже давно віджив, тому що Мінськ може бути актуальний там на 14-15 рік, коли були сильні бойові дії, і потрібно було якось зупинити кровопролиття. Тоді йшли, я так розумію, на поступки із цієї сторони для того, щоб щось зупинити. На даний момент навіть голова ТКГ Кравчук сам зізнався в тому, що Російська Федерація не хоче виконувати ніяких умов. Для них Мінськ – це така площадка, на якій вони можуть себе зробити миротворця, поставити себе з боку, а за стіл переговорів, що вони роблять постійно, намагаються посадити маріонеточниці владу ЛНР так званих і ДНР. От їх задача їх посадити за стіл переговорів і перед цією спільнотою показати, що ми не агресор. А мы с Минска выйти не можем? Или мы с Минском выйти не можем? Это нам сейчас невыгодно? Дивіться, ми можемо вийти з Мінська, але тут потрібно бути дуже обережним, тому що ми бачимо, що сталося після того, як ми наклали санкції, Росія почала ескалацію. Ми можемо вийти з Мінська, але перед цим потрібно, щоб сильно попрацювали наші дипломати. Ми повинні заручитись підтримкою Сполучених Штатів, Великобританії і більше Німеччини і Франції, які могли нас захищати, тому що Росія, тільки ми почнемо виходити, вона буде зразу показувати те, що нам не потрібно це робити, і проводити ескалацію. Але для чого, щоб заручитись, знаєте, воно все взаємопов'язано. Для того, щоб заручитись підтримкою Сполучених Штатів, вони нам починають кидати сигнали. Зокрема, сигнал
підписали от сьогодні з Коломойським сигнал для того, що дивіться, ми вам даємо пас, працюйте, покажіть, ви можете боротися з корупцією, ви можете для себе прийняти рішення і, наприклад, відкрити кримінальні справи і почати їх розслідувати. Якщо влада візьме цей м'яч і почне працювати, почнуть працювати суди, розслідувати цю корупційну діяльність, тоді ми можемо про щось з ними говорити. Якщо ми зараз це зільємо, тоді нам залишиться знову сидіти в Мінську, як свого часу і до сих пір би сидів Азербайджан, якби не прийняв вольові рішення і не заручився підтримкою Туреччини. І ми будемо сидіти і чекати, поки закінчиться війна, і йти на поступки Російської Федерації. Тому наш шанс – це тільки знайти сильного союзника, і ще раз при цьому не втрачаючи свій суверенітет і незалежність, нарощуючи свої збройні сили і реформуючи спецслужби. Це такий комплексний процес. Але вийти можна, для цього потрібно дуже багато чого зробити. Дякую дуже, пане Романе. Чухсагл, у нас Роман Костенко, народный депутат Украины, фракция «Голос», был с нами на прямом зв'язку. Я перехожу к следующей теме. В США могут ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает «Голос Америки», ссылаясь на официального представителя Госдепа Неда Прайса. По словам Неда Прайса, в санкционный список организаций, помогающих России в завершении строительства газопровода по дну Балтийского моря, могут быть внесены новые участники. Он допустил такой возможности, отвечая на вопрос журналиста о намерениях Белого дома ввести санкции в отношении компаний, причастных к строительству. Достройка газопровода «Северный поток-2» будет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность по всей Европе, подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский. Вот его цитата. Всі мають розуміти, і європейські лідери, і українці, всі мають розуміти, що будівництво газопроводу в обхід України – це питання не лише економіки України, хоча це також дуже важливо для нас, а це питання енергетичної безпеки для всієї Європи. Якщо потік буде добудовано, буде ще один потужний удар знову по Україні, крім Донбасу та Криму. Володимир Воля, аналітик з міжнародних питань Інституту аналізу та менеджменту політики. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, селям алейкум, вітаю вас. Селям алейкум. Как сложится судьба Северного потока-2? Каков ваш прогноз? У меня прогноз прежний, что он будет достроен, может быть, снова с перенесением сроков на более поздний период. И уже сегодня информация о том, что там что-то застопорилось в датских территориальных водах, но вместе с тем, если 98% построено, то я не думаю, что Германия изменит свою позицию. Германские официальные лица настаивали и настаивают, что остановка Северного потока грозит Германии и германским компаниям выплатой каких-то компенсаций, неустоек и так далее. Поэтому, скорее всего, поток будет построен, и Украина сейчас должна вести очень напряженные, очень четкие переговоры относительно того, чтобы заключить соглашение с Германией, с Евросоюзом при участии США о механизмах остановки транзита газа по Северному потоку, если будут какие-то попытки использовать этот поток в качестве средства давления на Украину, против Украины. Поэтому количественные какие-то параметры нужно подбирать и выходить. Украинская сторона должна выйти с проектом такого соглашения в первую очередь согласовать с Германией, с руководством Германии, и во вторую очередь с Европейским Союзом и США. То есть поскольку Германия является главным актором политическим, международным, кроме России, поэтому с ней согласовать проект соглашения и другие заинтересованные государства-союзников привлечь как участников и гарантов. Скажите, а есть ли угроза в случае, если достроят Северный поток-2 и введут его в эксплуатацию, есть ли угроза полной остановки транзита российского газа через Украину? Есть, несомненно, такая угроза есть. Что это будет означать для Украины? Ну, для Украины это будет означать недополученные миллиарды гривен. Там и доллары, и гривны, да, в миллиардах исчисляется. Там сейчас осталось минимально необходимый объем транзита. Я сумму, к сожалению, не могу сейчас сказать. Цены
колеблются на газ, да, и за транзит могут измениться. Но это довольно большая сумма доходов в государственный бюджет. В принципе, мы уже должны быть готовы к тому, что транзит рано или поздно прекратится. К сожалению, для Украины, для нас ситуация развивается не очень хорошим способом. Транзит через Украину может прекратиться не только потому, что Россия прекратит прокачивать газ, а потому что государства, которые получают российский газ западнее Украины в Европе, они его уже получают по другим трубопроводам, в том числе через турецкие потоки. Поэтому северные потоки, турецкие потоки, вообще-то Соединенные Штаты вводили санкции против тех и против других. Да, они делают серьезный акцент, обеспокоенность выражают по поводу того, что и те, и другие представляют угрозу для Украины. Ну вот с Турцией как союзником и с Германией нужно заключать соглашение о гарантиях, чтобы они пообещали, что в случае, если настанут некие обстоятельства, которые фиксируются в каких-то количественных параметрах, минимумы какие-то, да, если минимумы нарушаются, то значит тогда вопрос о том, что наши союзники должны нас поддержать. Скажите, они сейчас пользуются выгодами этих потоков и будут пользоваться, но нужно, чтобы они нас поддержали, когда это коснется критически Украины. Вот вы говорите, что с большой долей вероятностью Северный поток достроят. Скажите, а вот те санкции, которые сегодня введены со стороны США в отношении тех компаний, которые причастны к строительству, а недавно стало известно, что 18 страховых компаний отказались от участия в Северном потоке-2, они, получается, недостаточны для того, чтобы остановить завершение строительства? Они вышли из этих, я не знаю, кто там из страховых компаний зашел и зайдут вместо тех, которые ушли, но по строительству тоже укладкой труб занималась швейцарская компания. Она вышла, да, многие немецкие компании вышли. Те, которые Академик Черский, который способен достроить, тоже уже отчалил. Нет, он там и плавает, он никуда не уходит. В том-то и дело, что это российские плавсредства, российские трубоукладочные судна, а вот немецкие компании, которые кредитовали строительство, они объемы, я насколько понял, объемы кредитования выполнили и вышли, чтобы против них санкции. То есть все неоднозначно, хитро очень. То есть деньги, объем, который необходимо было профинансировать, и не профинансировали, санкции, выходим, да, то есть и что, мы ничего, да? Поэтому Россия сейчас фактически уже больше года действует по принципу, как мне кажется, 5 минут позора своими силами. То есть это российские компании, российские трубоукладочные компании, которые тянут газопровод. Поэтому они, грубо говоря, рассчитывают на свои силы, исключительно на свои. И да, вот то, что санкции затрагивают новых иностранных для России участников, это притормаживает завершение этой стройки. Но не останавливает. Скажите, а может ли Джо Байден, администрация Джо Байдена ввести такие санкции, которые бы сделали невозможным завершение строительства? Или же Байден будет в этом вопросе более гибким и попытается каким-то образом наладить отношения в этом вопросе с Германией и не будет вступать в такую прямую конфронтацию? Джо Байден и Соединенные Штаты не могут уже остановить процесс введения санкций, иначе они будут непоследовательны. Да. Дело не в фамилии президента, а в том, что это государство Соединенные Штаты Америки, и это их политика. Но тут дело в усилении, либо в сохранении уже существующих санкций? Сохранение существующих и введение новых. Дело в том, что, как я сказал, эти санкции, они касаются тех, кто их боится, кто их будет выполнять. А в основном это европейские и другие компании, а россияне решили пойти уже все на пролом, что там 5 минут позора, вот быстренько достроить и все. И потом эти подсанкционные компании будут закрыты, и санкций нету. То есть вот таким образом. И еще, что касается Северного потока, то пока он строится, недостроен, в каком-то смысле это предохранитель для того, чтобы Россия не устроила какую-нибудь эскалацию на Донбассе или не решила назло
признать ЛНР, ДНР в одностороннем порядке. Вот что сдерживает пока тоже это строительство. Это один из побочных аспектов, которые тоже нужно иметь в виду. Спасибо большое, дуже дякую. Чохсагл у нас Володимир Воля був з нами на прямому зв'язку. Аналітик з міжнародних питань Інституту анализа та менеджменту политики. Ну что ж, я вынуждена с вами, к сожалению, попрощаться. Я говорю вам до свидания, хороших выходных. Желаю всем телезрителям телеканала АТР. Коршкинч. Національному лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву окупанти продовжили заборону на в'їзд в Росію і окупований нею Крим до 2034 року. Про це стало відомо під час так званого суду над Мустафою Джемілєвим, який проходить в окупованому Армянську. На засіданні озвучили відповідь управління по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом російської ФСБ. З неї стало відомо, що заборона на в'їзд була прийнята ще 5 березня 2019 року строком на 15 років до 5 березня 2034 року. Росія заборонила Джемілєву в'їзд до Криму після окупації півострова у 2014 році. Але термін дії минулої заборони закінчився ще 19 квітня 2019 року. Втім, жодних документальних підтверджень такої заборони так і не навели. А рішення окупантів лідер кримсько-татарського народу оскаржуватиме в Європейському суді з прав людини. Документ, на основании которого выносился запрет Мустафе Джемилеву, не видел никто вообще, кроме вот этих засекреченных сотрудников ФСБ во второй службе. Не видело следствие, не видели лица, которые якобы объявляли в аэропорту Шереметьево Мустафе Джемилеву вот этот пресловутый запрет, хотя в суде это так и не подтвердилось. Не видели пограничники, которые в Армянске физически не пустили Мустафу Джемилева, не видел прокурор, не видел следователь и не видел суд. Тогда вопрос возникает, на основании чего вообще у нас происходит это судебное разбирательство. Утиски кримсько-татарського народу в окупованому Криму продовжуються. На безвинних людей навішують ярлики терористів. Учасники кримсько-татарського національного руху з Іслям-Тіреку Кировського району виступили з відкритим зверненням до народу. Вони підтримали всіх бранців Кремля. Напередодні з такими ж промовами звернулися учасники кримсько-татарського національного руху Білогірську, Бахчисараю, Судаку, Джанкойського і Красногвардійського районів. Наши родители были депортированы в 1944 году. Мы родились в депортации. Мы это все знаем, все слышали от своих родителей. Все то, что они пережили. Сегодня это уже в другой форме продолжается. Это, обвиняя мой народ в терроризме, сажают наших детей, ни в чем невинных. Это все прекрасно знают. Много здесь знать не надо, все знают. Невинны и ні в яких терористичних актах или діях каких-то не участвовали. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Тоді затримали 5 кримських татар – Азамата Аюпова, Яшара Шейхаметова, Ленура Сейдаметова, Тимура Ялкабова та Олега Фьодорова, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь буцімто терористичній діяльності. У Німеччині суд визнав винним підприємця у порушенні кримських санкцій ЄС. Його фірма нелегально експортувала металообробні верстати, придатні для виробництва ракет. Про це повідомляє видавництво Deutsche Welle. Мова йде про 41-літнього виходця із Казахстану. Було доведено, що чоловік порушив санкції ЄС щодо Росії в 7 випадках у період з 2015 по 2018 роки. Його засудили до 3 років і 9 місяців позбавлення волі. Ще один фігурант справи, 40-річний виходець з Киргизстану, був засуджений до 2 років умовно за звинуваченням у пособництві нелегального продажу. Фірма повинна виплатити державі майже 8 мільйонів євро. Це прибуток від нелегальних угод. Крім того, засуджений за пособництво повинен перерахувати державі всю винагороду розміром 184 тисячі євро і виплатити додатковий штраф у розмірі 150 тисяч євро. Список тих, кого слід покарати за репресії в окупованому Криму, передано до Євросоюзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зауважив, що порушення прав людини на півострові є системними, а Україна сподівається на запровадження так званого нового санкційного механізму, розробленого в ЄС. Це система швидкого запровадження обмежень проти порушників прав людини. Міністр Кулеба сподівається, що санкції проти винних в облавах та судилищах запровадять вже цього року.
Санкції реальні. Ми передали список людей, яких ми вважаємо винними у порушенні прав людини в тимчасово окупованому Криму. І, безумовно, ми докладатимемо всіх зусиль для того, щоб ці санкції були застосовані вже цього року, оскільки порушення прав людини в окупованому Криму є системними та кричущими. Окупанти обстріляли район Мар'їнки на Донеччині. Поранено українського бійця. Про це повідомляє українська делегація в тристоронній контактній групі. Пораненому військовому надано термінову допомогу. А вчора ворог накрив мінами 120-го калібру українські позиції поблизу окупованого Донецька. Такими ж мінометами били на Приазов'ї. А поблизу Павлополя, Талаківки та селища Золоте-4 гатили з гранатометів різних систем. Обійшлося без втрат серед українських захисників. А за даними розвідки, російські окупаційні адміністрації по той бік лінії фронту посилили пропаганду, щоб поповнити лави окупаційного війська. З кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ та пропагування військової служби у складі з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів. Російську фотомодель та актрису не впустили до України. Олена Галіцина прямувала до України буцімто у справах, але на прикордонному пункті литовища Бориспіль її завернули прикордонники. Виявилося, що жінка неодноразово їздила до окупованого Криму відпочивати. При цьому перетинала неконтрольовану частину кордону через так званий Кримський міст та літаком з Москви. Галіциній заборонено відвідувати Україну впродовж наступних 3 років, а найближчим рейсом її відправили до Мінська, звідки вона й прибула. С этого дня и на 3 года у вас будет запрет въезда на территорию Украины. В вашем паспортном документе я вам проставляю штамп о запрете выезда на территорию Украины, запрете въезда на территорию Украины. Если вы попробуете въехать на территорию Украины в течение этого периода, у вас будет продлен срок до 10 лет.